уникальная она, потому что она проходит впервые. И я очень рада, что мы все собрались здесь. Благодарю, что вы все пришли. Читаю доклад. Доклад называется «Татары, строители государства российского и необходимые участники евразийского интеграционного процесса». Татары – один из двух государствообразующих народов России. Это утверждение верно на протяжении всей истории российской государственности, даже до начала XIII века, то есть до татарского периода, который ошибочно называют татаро-монгольским игом, так как некоторые предки татар и близких к ним народов уже тогда принимали активное участие в строительстве централизованного государства предшественника России. В этом процессе активную роль играли половцы, они же кыпчаки или куманы, ханы и князья, по-татарски беги, которые в прямом смысле породнились с русскими князьями. Так, одним из ярких примеров является святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукова и половецкой княжны, дочери хана Аепы Осиневича. Отец Андрея Боголюбского, Юрий Долгорукий, в 1148 году женил сына на красавице Улите, дочери казненного по его приказу боярина Степана Ивановича Кучки, первого основателя Москвы, другое название Кучково или Кучково поле. По имеющимся данным, Степан Кучка был кыпчаком. Таким образом, если смотреть под татарским углом зрения, то получается, что внук кыпчакского хана святой великий князь, по-татарски Беклеребек, Андрей Боголюбский, был женат на половчанке, родившей ему 5 кыпчакских детей, один из которых Изяслав, участник похода против волжских булгар, другой Юрий, князь по-татарски Бек Новгородский, муж святой грузинской